Коля, расскажи вот эту историю, как ты принял решение взаимодействовать с Анной, стать партнером. Ты вообще был руководителем лайк-центра, и тут духовная сфера. Ну смотри, я с 17 года занимался в таком, так сказать, материальном развитии, да, пошел в бизнес-образование, занимался с учениками, ко мне приходили разные люди, да, это и начинающие предприниматели, и действующие предприниматели, но все хотели как бы денег, да, что-то материального, чтобы реализоваться, чтобы как-то раскрыть свой потенциал через бизнес, через какие-то вот такие направления свои. Вот. Но у всех была одна и та же загвоздка. Не хватало вот, действия, все останавливались с точки зрения мышления. Потом я начал копать мышление, потом начал копать еще глубже, что дошел до таких направлений, как определенная эзотерика, да, что-то неизведанное такое, которое есть тоже в нас, присутствует как материальное, так и духовное, что-то такое, что нельзя ощутить. И мне стало вот это направление интересно, и поэтому я все глубже и глубже познавал людей, раскрывал их и, так сказать, находил такое предназначение каждого человека, который может как бы реализоваться в этой жизни проще и легче, да, вот, потому что ко мне приходили, и это все было у людей как в тягость шло. Как бы говоришь, сделать определенные действия, а человек как бы их с трудом, как будто бы скрипя душой, как бы начинал делать. Вроде бы и было желание внутренне куда-то идти, но человек из избытка массы возможностей, он просто как бы сидит на месте и думает, как бы, что делать. Или из-за определенных страхов, или определенных там переживаний, там получится, не получится, или что-то еще. И не было у людей какой-то вот уверенности. Я сам через это прошел. И когда мне, допустим, подсветили, что у меня есть такой вот как талант звезды, подсвечивать людям и чувствовать аудиторию, я как бы, ну, условно, больше начал раскрываться. И когда человеку раскрыть вот этот вот, подсветить определенные моменты, которые человек может в себе, так сказать, раскрыть, да, одно и то же слово, но все смысл в том, чтобы человек начал идти в свое предназначение. Определенный фокус наметил для себя по жизни и начал действовать продуктивно, чтобы этот слив определенной энергии не шел в какие-то другие ситуации, да, какие-то другие, может быть, переживания или проблемы, или там страхи, да, и тем самым я как бы понял, что в этом у меня еще мало опыта, больше у меня опыта там в материальных каких-то вот этих действиях, да, а в духовных действиях, в таких вот неопознанных еще действиях, вот как раз Анна в этом была таким профессионалом, можно сказать, прошла свой путь в этом направлении, и, соответственно, мы соединились сейчас с точки зрения материи и духовной части, чтобы человеку дать полноценно вот, раскрыть все моменты в нем. Вот. И также наш курс, как раз «Источник внутренней силы», направлен на то, чтобы человек не просто как бы через действие все проходил, а чтобы через определенные духовные моменты понимал, что ему ближе, что ему легче, что ему больше откликается. И, соответственно, там и духовная часть, и мышление, и материальная часть, чтобы человек начал делать что-то в материи, в действиях, чтобы это получалось, в результат переходило. Что изменилось в твоей жизни, какой она стала после того, как ты начал заниматься духовными практиками? Какими начал заниматься? Я начал медитировать, вот как раз, когда с Аней познакомились, прошел определенные там ом-чантинг, да, разные другие направления, как Access Bars, я до этого их не проходил, да, и я начал замечать то, что когда я медитирую, у меня вот здесь начинается холодок такой. То есть как будто бы раскрывается какой-то там третий глаз мой, да. И это при некоторых медитациях даже у меня этот холодок уже там на тело переходил, там, что у меня там определенная вибрация происходила. Вот, это ощущал вот на таком вот на материи. И стал более спокоен, более позитивен на высоких вибрациях себя держу, чтобы
ну, чтобы не поддаваться всяким разным стрессовым ситуациям, да, даже если они есть, эта ситуация не для того, чтобы я начал переживать, а для того, чтобы я задумался, как ее можно решить. То есть если мы ситуацию делаем, нагнетаем негативные мысли, то это становится проблемой. Если же к ситуации мы относимся нейтрально и думаем, для чего она к нам пришла, мы начинаем искать решение для того, чтобы прийти к новому результату. Вот. А так можно как бы уйти как бы в стрессовое состояние, в депрессии, и можно переживать и переживать. Потому что вот когда я, допустим, работал в Лайке, было очень много задач, много разных там действий нужно было делать. И я помню, не все действия там записывал в тетрадку, я проснулся как-то ночью, в 3 часа ночи просыпаюсь, у меня просто вот здесь вот голова кипит. Кипит, кипит, кипит. Что такое, что такое? Нужно все это выложить на бумагу. Выложил все на бумагу, и у меня вот это, как бы, вот это все прошло. Вот. Ну, условно, очень много было задач, которые нужно было решить, и все это держал в голове. Вот. Нужно было перенести это все на материю. Есть такой стереотип, что духовная сфера – это сфера, в которой, ну, либо очень мало денег, либо же нет денег, что-то такое, чуть-чуть отлетевшее что-то. Ты человек, который в материальном мире работал, учил других предпринимателей. Сейчас вот у тебя есть духовная сфера. Нашел ли ты какую-то золотую середину? Улетел ли ты? Или ты по-прежнему стоишь твердо на ногах, и наоборот, может, у тебя доход увеличился? Можешь вот про материальность рассказать? Получается то, что, ну, если нужна здесь определенная как бы грань, да, ну, середина. Если ты прям уходишь в духовные практики, то ты отлетаешь от материи совсем, как бы тебе перестает хотеться там и деньги, и какие-то блага жизненные, да, но мы все равно живем в реальности, на земле, да, и, соответственно, уходить прямо туда, ну, как бы на 100% там не стоит. Нужно как раз и объединить и материальное, и духовное направление, чтобы тебе было проще проходить определенные моменты в этой жизни, да. Вот. И я, как с точки зрения духовности, просто, ну, начал меньше переживать. Вот. Это говорится о том, то, что духовное – это что есть что-то вовне, да, по-разному называют, или Бог, или источник какой-то, или же Вселенная, или же какие-то энергии, да, это все об одном, только разными словами, вот, и что-то нам все равно помогает идти, потому что есть наше физическое состояние, это тело, но есть наша душа, и это даже доказано уже учеными, что когда человек умирает, он сразу же там худеет, как бы вес его уменьшается, условно там на полкилограмма, да, и, ну, условно, душа уходит. Даже есть там на видео какие-то доказательства того, что вот, ну, что-то такое улетает. Вот. И, соответственно, если мы будем в ладу и с душой, и с телом, то, соответственно, в материальном мире мы сможем реализоваться более эффективным путем. А если у нас есть такой диссонанс, как будто мы находимся, вот, наша душа мается, да, мы как будто мы находимся в клетке. Это вот у меня было, вот, когда наступает кризис среднего возраста у человека, да, особенно там, от 30 там, до 40 лет, это явно такое, вроде бы у тебя и есть еще энергия, да, но ты не знаешь, куда ее деть. И ты как будто как птица в клетке пытаешься что-то как бы вылететь куда-то, но у тебя это не получается. А когда ты находишь определенные моменты чего-то глобального, чего ты хочешь в этом мире изменить, допустим, да, может быть, какую-то свою миссию найти в этом мире, не знаю, там, помочь там тюленям, к примеру, там, либо, может быть, глобальные какие-то моменты с точки зрения там, потепления, да, или какие-то. Вот если у тебя есть большая какая-то миссия, если ты нашел ее, то ты в материальном мире, ну, начинаешь быстрее это реализовывать. Потому что зачастую человек просто
условно сидит на своей работе, как я вот работал, и я как будто бы оттуда уже как бы, ну, не получал какого-то ресурса, да, у меня не было там рвения куда-то там идти по карьерной лестнице, мне хотелось самореализации, чего-то вот как бы другого, да, и я нашел вот это направление как раз, когда я начал заниматься бизнес-образованием, когда я просто сначала хотел просто бизнес какой-то, а потом я понял, я могу помогать другим людям, которые хотят тоже самореализоваться. И меня это сжигало, меня это просто вдохновляло настолько, что я готов был кричать везде насчет того, что люди, очнитесь, как бы, начните как бы смотреть вовнутрь, что вы вообще хотите в этом мире, в чем вы хотите реализоваться. И чтобы это давало такой толчок, чтобы как бы в душе как будто бы зажегся какой-то огонь у человека, да, чтобы у него появилась эта энергия сдвинуться с места и начать действие. Самое как бы сложное это в начале пути, потому что как вот на машине, да, на первую передачу вставил, да, и самое большое количество энергии, которое нужно затратить, это на начальном этапе, начать движение. А потом, если движение ты начал, ты уже постепенно понимаешь, как рулить, как, куда крутить, да, какие кнопки там нажимать, и там вторую передачу, третью передачу, это уже там энергии меньше затрачивается. Но главное вот этот вот этап пройти на первой передаче, да, который самый сложный, начать действовать, начать движение. Для этого нужна вот мотивация, нужно определенное вдохновение, нужно идти по душе, да, и, соответственно, ты начнешь самореализовываться в своем направлении. Благодарю тебя за разговор. Пожалуйста. Я тебе уже говорила, что ты такой стал мягонький сейчас. Но это не про слабость, это про какую-то внутреннюю силу, но вот она мягкая какая-то стала. Это чувствуется. Ну вот, я больше, даже с духовной частью, больше начал как-то к людям относиться по-другому. Не то, что я как бы как-то изменился, я больше людей начал понимать, что мы в мире как бы, ну, условно, все равны. Мы все из одного источника, и все наши души, как бы, все как бы где-то мы там, оттуда пришли, туда же уйдем. И как бы переживать, что кто-то плохой, кто-то хороший, кто-то там какой-то не такой, как бы я уже перестал, я просто, ну, как бы принял то, как есть, да, потому что раньше были какие-то убеждения того, что там, ну, они навязаны всем убеждения были, что кто-то плохой, он тебя там, допустим, подставит, да, или он тебе там что-то плохое там сделает. А сейчас я как-то расслабился, да, и как бы получаю условное удовольствие от того, что происходит. Вот, и не заморачиваюсь в каких-то там других моментах. Вот. Из-за этого стал какой-то более раскрытый, наверное, более мягкий к другим людям, которые меня окружают. Потому что я ставил определенные границы, да, потому что, ну, условно, если ты не хочешь, чтобы тебе навредили, ты с человеком не будешь контактировать, будешь определенные блоки ставить, да, это на невербальном даже уровне, да. А когда ты понимаешь, что все условно, все нормальные, все хорошие, все просто хотят добра друг другу, да, то тогда и раскрытость уже совсем другая идет, уже и коннект уже другой, эмпатия. Да. Супер. Спасибо. Вам спасибо.